genocid деген keçken adamlarga Yarabim senden sorayık, ularga bağışla, İlah Yarabim bağışla ularga, İlah Yarabim bağışla ularga, amin. Bir Fatiha okuyayık da İlah Yarabim yardım et sizge, amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal mustakim. Sıratallezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve lâddâllîn. Amin. Lekin bir adam ya bir kimseski çıkıp айтмаға bir şeyler Матвей, бабки, выгоняли из их родных домов, оставляли детей, имущество. И прошло такое количество времени, и сегодня наш народ опять должен добиваться правды, опять должен добиваться вот таким путем, как мы сегодня добиваться своих прав. Сохранились даже и могилы. На сегодняшний день я считаю, что для этого правительства, на которое голосовал наш народ, это является позором. Позором, потому что не обращать внимания на народ, который а за победу 25 лет. И эти 25 лет не давались победы. Когда им удалось побывать свет, даже место стало. Не надо расслабляться, не надо... Сейчас перед выборами опять будут нас агитировать различные партии. Надо идти одним путем, который служит нашему народу. Они в другую сторону еле убежали. И 6 месяцев пробыли в лесу с ноября по апрель. А после, когда поймали, отправились это расстрел. Совхоз красный. Я думаю, что это в Симферополе. И оттуда с расстрела их погрузили на баржи из всех. Я думаю, что а когда кончилась война, все считали, что вернутся на родину, а их увезли в Среднязию. И вот так вот все эти годы прожили. А в семье по дороге все умерли, кто выживал, тот выжил, кто остался. Вот все. Так, еще о деревне Кумысала. Это деревня, сожженная немцами сейчас, когда может быть, Аллах устроит наши дела, и даже не придется туда выходить и кричать Тимошенко и так далее. Мы должны поднимать руки и взывать к Аллаху, от которого зависит все, от которого зависит наша судьба и наша жизнь, и судьба наших детей. І сім'я репатріанта, яка не має землі у себе на батьківщині, яка не має будинку. До того часу СССР живий і Сталін живий. Фактично і справа продовжується до того часу. Я так вважаю. Спасибо. Спасибо. Благодарю вас за поддержку. В то время, когда наши отцы, деды, братья, мужья, все были на фронте, защищали нашу страну. Батарея у Драгинских. И не только сегодня. Батарея сел. А каждый день вспоминаем историю Аллаха. За то, что он... Раскатывали бульдозерами купленные нами же на последние деньги дома. Но тем не менее, мы вернулись. И сегодня вы, крымские татары, каждый из вас, кто стоит здесь, это личность, это герой, которые вышли в Киев заявить о своем праве. Мы не хотим воевать ни с одним из народов. Мы прекрасно знаем, что это сделали, депортацию совершили не русские, не украинцы. Это совершила влада. И вот сегодня мы стоим под стенами этой влады и требуем самое дорогое для нас, нашу родную землю. Но влада нас не слышит. Она думает, что если она не слышит нас, то этот вопрос замнется сам по себе. Этому не бывать.
Крымские татары ступили на родную землю, и землю свою мы никому не отдадим. Только как этот вопрос будет решиться, вот уже влада пусть сама регулирует. И вообще, вопрос с крымскими татарами для Украины – это лакмусовая бумажка, это тест на ее демократичность. Яшасын Хрым, Яшасын Сербест Вемустахил Хрым. Пока не похоронен последний солдат. Вот так и мы должны считать, что депортация еще не закончилась, что депортация будет закончена только тогда, когда каждый крымский татарин получит землю в Крыму, когда каждый крымский татарин построит свой дом в Крыму, да, когда вернут дома, отнятые у наших отцов и дедов. И мы с вами можем добиться этого. Никто больше. Власть никогда не отдаст это добровольно. Будем требовать, будем получать. Будем сидеть в тех домиках, которые мы кое-как смогли построить, так и останемся в них до конца своей жизни. И в этих же домиках будут доживать свою жизнь там ваши дети и внуки. Потому что новой земли и власть не даст. И не даст до тех пор, пока мы сейчас не поставим ее на колени и не заставим признать, что есть такой народ, крымские татары, что есть проблема депортации, что эта проблема должна быть решена на государственном уровне, что должны быть дотации, компенсации, какие-то там программы государства для обустройства крымских татар. И никто, кроме нас с вами, не заставит власть это сделать. Поэтому не падайте духом, джамаат. Только от нас с вами зависит, как будут жить наши дети и кем будет, и чьим будет Крым. Крымско-татарским или опять неизвестно чьим. Нас evimizde yaptık hülini soracağımız ulardan çıksınlar yaptık ki toprak halkımıza versin. Sağ olun cemaat.